пирог. Бисквит. Какой пирог я пошел? Для бисквита нам понадобится 5 яиц и стакан сахара. Ну, на глаз я положу. О, блин, тяжело петь вот эту песню, а? Короче, очень интенсивно надо сбивать прямо. У меня пенки не получилось, но ладно, черт с ним. Пойдет, я думаю. Сейчас, доктор, я положу сметану. Ложим сметану. Где-то, наверное, полстакана. 100 грамм, наверное, где-то. Так, наверное. Я вот так положу. Вкусно, чтобы было. Потом я еще хочу, знаете, что, проэкспериментировать. У меня остался вот йогурт. Я его еще хочу положить. Что получится, не знаю, доктор. Ой, извините. Посмотрим, что получится. Ну, это тоже сметана инде почти. И опять-таки все это массу доктор забиваем. И, короче, доктор, сейчас положим муку, смешанную с разрыхлителем теста. Целую пачку. Что-то жидкое, что ли? Самое главное, чтобы оно поднялось. Если не поднимется, будет облом и обидно. Особенно для того человека, который готовил. У меня не было бумаги для выпекания, поэтому пришлось лист вот так вот все смазать. И все, выливаете в формочку. Вот такой вот жиденький, вот смотрите, вот, видите, жиденький такой, ну, как что, я не знаю, как что. Ставим в разогретую духовку заранее, девчонки, разогревайте, всегда. Ой, блин, я такие советы даю, как будто, блин, я какой-то шеф-повар не больше. Кстати, меня многим моим блюдам, да, готовить меня научила моя первая свекровь. Она была русская, и она очень вкусно готовила. У нее тесто обалденное просто получалось. А какие у нее куличи были, а какой у нее плов был. Кстати, она меня смотрит, Валентина Михайловна, если вы меня смотрите, спасибо большое вам за то, что вы меня учили готовить. Всего вам хорошего. Вот, короче, бисквит я ставлю в духовку на 30-40 минут. Короче, смотрите, если коричневый, полукоричневый, вы видите, значит, приготовился. Ну, короче, вроде 30 или 40 минут. Вроде так, 40 или 45. Ну, примерно так. Ну, вы увидите, он такой полукоричневатый цвет. Очень много было вопросов про этот трицикл. Ну, этот мотоцикл электрический, который Альберт мне подарил. Полная фигня, вообще не берите. Отзывы вообще в Озоне, мы в Озоне заказывали, ужасные. Все жалуются. И продавец никому ответа не пишет. Инструкции нету. Инструкции мы пытались закачивать, как люди говорят, в Google там или еще где-то, или в YouTube смотрели. Но мы все равно его собрать не смогли. Электроника то включалась, то выключалась. Мы когда ее выключали, этот трицикл, да, он сам, короче говоря, начинал работать, хоть и выключился, да. Одна фара начинала гореть, сигнализация начинала работать. Короче, это было просто капец-капецкий. В итоге мы его вернули обратно. Вот, доктор, отзывы очень плохие. Хотя он стоил 80 тысяч. Вообще дешевая цена, очень дешевая. Мы вот и на эту цену и кинулись, дурачки, блин. А полная какашка оказалась. А я уж обрадовалась, друзья, что у меня появился транспорт. Итак, друзья, вот мой бисквит испекся. Примерно вот такого цвета у вас тоже должно получиться. Ну, надеюсь, он испекся внутри. Сейчас мы его намажем шоколадной пастой. Так, шоколадная паста у меня должна быть где-то здесь. Но я еще шоколадную пасту мешаю со сгущенкой. Но сгущенки у меня сегодня не оказалось. Короче, вот шоколадную пасту мы сейчас найдем. Смотрите, у меня сколько шоколадной пасты. Это мы сперли этого в прошлом году с Турции. Со столовой. Там такие эти давали шоколадные пастики. Вот, смотрите, такие маленькие, красивенькие, видите? И мы их стащили. Блин, жалко, сгущенки нет. Со сгущенкой он вообще, этот бисквит офигительно вкусный получается. Можно просто сгущенку только намазать. Вообще даже не мазать этот, как там, шоколадную пасту. Блин, сгущенки вот нету. Магазин лень идти. Достармен мында рыбактарды тоқтаттым. Подвезете до магазина. Қарағып, лодка түйіп алғандар балыққа кетіп бара. О, мен алға отырды. О, рахмат, извините.
Ёпрасота. Yağmur yağıyor hatırla. Че, балқайтып? Без Альберта? Короче, достар, был көрші не хочет Альберта с собой балыққа алырға. Почему, не знаю. Мен там көрші балыққа кетті. Теге бақы Альберт айтқан бұл. Жеп мен етмені екен деген бұл. Почему не хотите брать на рыбалку Альберта? Әлі біз балыққа түгіл, біз просто отдыхать едем. Потому что әлі ярамай уақыттарға. Запрет. Шөбіле? Бұлар, короче, самогондарын алғандар да. Просто кататься на лодке. Вот. Отдыхать. Бұлар яңырақ қалашада Турцияға қайттылар. Отдыхать деп туймағандар, достар. Балықта лучше. Өзімізде. Да, Башқұртстанда отдых лучше шо. Действительно. Көрдің ма Турция? Все равно бір жеңгіздері бар енді өте. Шо, жеңгіз deyip бірайын де. Ага, бізде вот сколько кульдер, елғалар. Тұзлы yaşamaya. Тұзлы ұлдары. Турцияда оқшамаған елдарға көрші. Мен мұнда түсіріп қалдар. Все-таки пришлось сходить за сгущенкой. Потому что без сгущенки все равно бисквит невкусный получается. Ладно, хоть до магазина мужики довезли. Так-то магазин у нас недалеко от нас. Но погода что-то испортилась. Дождик начинается. Тупоський какой-то. Обалдеть, был висел. Нормально. Конечно, шундай бисквитка, шундай начинка халхан. Это будет, конечно, капец как вкусно. Как мой дедушка говорил, харым айда бук жар тәңді тәмле болады. Хайыр бұл. Или он не так говорил, я не помню. Сгущенка, шоколадная паста, доктор, и все это мы хорошенько перемешиваем. Теперь ложим сюда тортик. Дюбершатер намазываем крем. Шоколадный. Со сгущенкой. У Риналя кто-то колесо продырявил. Прикиньте, я не знаю, кто его так ненавидит. А хотя знаю, доктор. Знаете, что я вам расскажу? Один секрет. У Альзиры был поклонник раньше, молодой человек. И он, когда узнал, что Альзира встречается с Риналем, он начал приезжать домой к Альзире, то квартиру там поджигал, то с ножом на Риналя кидался. Представляете, до этого даже дошло. И он дырявил колеса ему на машине. Риналь вот стоит на улице, не знает, что делать. Ждет. Что он ждет, такое не знаю. Куда ты пошел? Никто насос с собой не возит. Тебе же колесо порезали, насос поможет, что ли? Ну хотя бы доехать, вон перекрест. Как думаешь, кто порезал твое колесо? Не знаю. Бывший Альзиры, который его, помнишь, истерику устраивал. Никто насос не хочет давать, доктор. Еще у меня тут дождь начался. Как бы меня тут не раздавили. Вот, доктор, колесо снято. Видал? Вот так вот. Еще дождь начался. И вот сколько машин проезжает, да, Риналь спрашивает насос. Никто, насос не дает и не хочет давать. Она бахаргана. Яңғыр астында тұра. Давай доедем. Как ты сейчас, у тебя все там до диска дошло уже? Давай я ногу выставлю и буду тормозить. Кто-то может остановиться. Ты заработаешь. С колесами, кстати, какая-то вот эта фигня всю жизнь меня преследует почему-то. Обычно я насос с собой вожу, а сейчас почему-то его нету. Да? В гараже остался. Даже кто-то насос его спер. Итак, продолжение истории. Риналь вызвал такси с насосом. И вот сейчас немножко подкачает свое колесо, и мы поедем на шиномонтажку. Мы, конечно, нашли шиномонтажку, но она закрытая. Какой смешной. Спасибо. Спасибо, сыт не будешь. Да? Сколько стоит, спасибо? Тут стоят бабушки, продают ягоды, да, бабушки. А вот на той стороне стоят дедушки, продают ягоды. Видали? Интересно, да? Почему они вместе не продают, а отдельно? А может, это дедушки бабушек? Типа, у кого лучше продаться, разделились.
Реналь, короче, нашел у себя дома кассету, первую кассету Гузель Уразовой. Представляете, вот. Вот, смотрите, узнаете ее? Вообще другая же тут. Оста, это Гузель Уразова? Обалдеть, Дуфтар! Вы видели такую Гузель Уразову? Я не видела ее. Она сама на себя не похожа. Да. Что это с ней? Она, наверное, пухляшка была, да? Кассета, смотрите, повидавшая виды. Вот. Вот мы в детстве вот это слушали, да? И представить даже не могли, что когда-то будем с ними вот так вот. Сниматься, да? Да, и лично знакомым быть, офигеть, Обалдеть, ну фотка, конечно, бомба. Гузель Уразову не узнать. Реналь, зачем ты ее кассету с собой таскает в бардачке? О, смотрите, что еще у него в бардачке есть. Цветочки. Уфалакае. Ты что, опять собрался цветы сажать, что ли? да? Да, смотри, чем Чё? проткнули колесо. Чем проткнули? Это что такое? Вот. Обалдеть! Это ты думаешь, вот этот зелень, этот? Да я не знаю, кто был. Это как торчит прям. Обалдеть! Это же нарочно кто-то проткнул. Был не Мекею. Астафирла. Еще заточено как будто бы, да? Ну, Вот, я же говорю, блин, какой-то у него, у Реналя, недоброжелатель, блин. Постоянно ему вот такие гадости делает. Это уже серьезно. И, блин, в тот раз еще, блин, адрес его спалили. Да. Страшно теперь. Камеру надо тебе ставить, блин. Как думаешь, это тот мужик? так это же, мне кажется, в городе кто-то сделал. У нас-то закрыто все равно было в гараже. Да? Я же ехал нормально в город. Приехал, когда вышли уже такое. Кто-то за тобой следит, значит. Или за тобой. Блин, что так у тебя нету в машине? Я пью голодом. Это же Асминкина игрушка. Все думают, почему я хожу с таким рюкзаком, Дуфтар? Потому что здесь у меня, я же рассказывала уже, все реквизиты. Вот, даже туфли есть для съемок вайна, понимаете? Это же для стриптиза. Для стриптиза. Даже парик есть. У меня парик халвалганом. Халат мой желтый. Вот у меня даже меховая сумочка есть. Я вот это хочу платье одеть. Реналь, как думаешь, я влезу в него? Конечно. Типа гламурное это. Слишком короткое в урнике. Все, начало вайна пошло. Ну, если пошло, мне же туфли надо одеть. Это вообще откуда? Это Азалькина. Представляешь? Зачем она это купила, я не могу понять. Ой, блин, bunman oyoq qindirib turg'adi. Вон под машину спрячь. Сейчас, короче, ролик посмотрели, я на трансвестита похожа была, да? Ну, есть маленько. Есть маленько? Ну что, когда я зашла, подумала, трансвестит? Я подумал, розыгрыш. А, да? Блин, трансвестит, блин. Со стороны смотрю, он даже... Че, я тоже похожа на трансвестита? Нет, да? Нет, да? Соска! Я соска! Может, он Че так? опарыш с червями с собой дадим? На закуску, что ли? Ну, конечно. Вы же водочки хотели. Опарыши с червями? Нет, спасибо большое. Как вы не хотите доедать червей, пошли домой. Вот, все машины остановились, видел, да, смотрят на меня. Думает, наверное, какая-нибудь ночная бабушка. Эй, бабочка. Бабочка идет. Все так и смотрят на меня, блин. Я правда на трансвестита похожа, оказывается. В этой одежде. Ой, ёпрст. А что, как получилось? Итак, снова с вами новости. Даже телефон не выдержал. Сплетни от Реналя. У дочки Галимова-то, Гузель Галимовой, груди-то не свои. А ты откуда знаешь? Сторис увидел у нее. Но она говорит, типа, нереально после 2 детей сохранить такую пышную грудь. И вот сделала. Да? То есть она, скорее всего, давно сделала, просто сейчас призналась, так как уже все начали об этом открыто говорить. Силиконовая грудь холодная на ощупь. Да? Да. То есть от температуры тела отличается. Вот так. Так что, парни, вам это ценная информация для парней, между прочим. Если хотите узнать про настоящая грудь у женщины или искусственная, то по температуре груди можно узнать спокойно. Потрогал, если грудь холодная, как лед, это значит она искусственная, там имплант. А если она горячая, тепленькая, значит это настоящая грудь. Еще же можно светить. Светить? Да, вот так они светятся. Вот
ну что они светятся инде. Обалдеть! И еще один способ посветить на грудь вашей девушки фонариком. Вот. Если она светится, значит у нее импланты. Я хочу проверить теорию, вот то, что действительно ли холодно, поэтому если у кого есть силиконовая грудь, пишите. Чисто интересно будет. Чисто проведем эксперимент. Да. Только ради эксперимента. Пишите Риналя Доктор. Ну и, конечно же, не всегда есть веселые новости, бывают и грустные. Недавно умер у Ришата Тухватуллина танцор. То есть мы его видели на сцене, прекрасный парень. Ну, сложились такие трагические обстоятельства. Ну, даже чисто вот эта вот случайность. Поехал домой в деревню к себе, в этот Бураевский район. Что-то ходил в огороде и съел вот это свириба, как по-башкирски называется? Кака, да. Оказывается, в соседних вот там на полях обрабатывали химикатами против сорняков или против чего-то. И был сильный ветер, и людям на огород надуло тоже вот это все. И получается, он об этом не знал, съел и ушел в кому, короче, и уже оттуда не выбрался, сильнейшее отравление. Наш общий знакомый блогер Дариана, вот которая давно блогерством занимается, у нее еще массажист. Да, одна из первых блогеров Республики Башкортостан. Да, она, получается, как родила ребенка. Она моя, кстати, родственница. Вот она родила первого ребенка, и потом через 5 месяцев опять забеременела вторым, получается. И маленький срок, и у нее жуткий стресс, короче, случился. Прям. Зачем стресс? Ну, прикинь, тебя вот ребенок только родился, и потом хоп, ты опять беременная. Ага. Муж там, типа, ладно, там приезжает, но он же тоже работает, а она еще блогерством занимается. Плюс там еще проблемы там какие-то со здоровьем и так далее. И все это, знаешь, во что вылилось? У нее, короче, лицо парализовало. Прикинь? Лицо Да, парализовало? на фоне стресса. Представляешь? И этот, получается, ну там она выкладывала в сторис, правый глаз не открывался, по-моему, или что-то проблемы были, и рот. Очень сложно говорить на самом деле. Вот этот глаз у него высыхает, потому что он то закрывается, не работает, то открылся, и вот сейчас не закрывается, да, и он сушится очень сильно, и мне приходится вот так вот стимулировать, чтобы он там внутри увлажнился. Вот эти мышцы все свисли, да, как будто я наела второй подбородок. Сказали, что это все из-за нервов. Альберт, ну да, мында естіріп қойыр керек та, немендей коробкалар, свалка ол мында. А? Будем топить баньку, достар. Убраться еще надо. Иденге түкмем да, иденге прибалар керек. Мен дровеникті естіріп қоямын, evet. Höperіп, мотор етіп, Альберт. Ен шунда свалка устраивать та, дровеникта. Мусор ейіп, чек япа, хлам. Вечно. Не, естірмағыз, конечно. Бұл не свалка, что ли? Келемді біз бұған мусорды ұшында таштайын. Мотор деп еуіп қоянын өпірі бір. Кейін келемді ұшында засар әйттәхін. Всякий хлам меня ияхын. Зачем я ушла да ияхын? Мен может едем bunu. Не, она онда мүйішкәйін постоянно шуларды ияхын. В смысле мен хинген әйтемін? Зачем хин хлам ияхын? Ана гаражыңды қара. Когда убиралась, доктор нашла камни, вот это у нас камни для печки были. Мы их, кстати, в Леруа Мерлен купили. И сейчас этими камнями хочу вот тут обложить вот это место. Короче, вот таким образом хотим положить. У нас в одной бане мы вот так обкладывали, прикольненько смотрелось. Не знаю, сейчас красиво будет, нет. Итак, дорогие друзья, сейчас мы обсудим с Альбертом интервью с его бывшей женой. Что со мной? А чё? Я вообще не видел интервью. Что ты так перестался? Нет, Когда ты узнал, что твоя жена берет интервью у твоей бывшей жены, ты что подумал?
Ничего не подумал, действительно ничего не подумал. Ничего не подумал? Да, я от тебе... Все можно ожидать от тебя. Да? Да. А почему ты меня не спросил вообще ничего о встрече? Как прошло? А когда была встреча? Было что? Да. Еще как прошло? Ой, Алла, что ты врешь, как будто не знаешь или? Не знаю, я откуда-то ничего не говорил еще. В смысле меня? Ты же я поехала сказала, буду снимать с своей бывшей женой. Я не знал. А как ты смотришь на то, что твоя бывшая жена в интервью очень откровенно рассказала про ваш брак? Что она сказала? Блин. Надо было смотреть интервью? Где? Че где? В Инстаграме? Когда было? А вот так вот было. Нефиг было спать. Все в шоке от этого интервью. Что, ты был, что ли? Да. А как вы смотрите на то, что если мы подружимся с ней? Дружите. Без меня. А если начнут приезжать в гости, что будешь делать? Альберт в ступоре. Альберт, у тебя шок, что ли? Ты лежал дома. Твоя бывшая жена, между прочим, знаешь, что сказала в интервью? Что? Что ты, оказывается, был в молодости очень романтичным. Дарил ей цветы постоянно. И ты ее постоянно обнимал и постоянно целовал и делал очень много комплиментов. Чуть не помню. А? Не помню это. Не помнишь? Қалай сенің весь памятіңді бүгін отшибло ол. Ну, А? А почему ты со мной так себя не ведешь? как? Вот как с ней вел раньше себя. Ты цветы не любишь. Цветы не любишь, и что? А что? А другие подарки что? Ну вот покупил мопед не подошел, она уехала обратно. Это я выпросила этот мопед и не Ага, обоссала. я выпросил. Сильно показал, я купил уже сразу же. Ну вот я показала, выпросила. Ну, я выпросил, Ну и что, в трудно. итоге ты все равно его сдал, этот мопед? Ну, если он бракованный, блин, он не ездит. И еще, между прочим, она сказала, что ты не жадничал деньги, был очень даже, как там, щедрым мужчиной. А что, я сейчас жадный, что ли? А то. А чем же я жадный? Жадничаешь иногда? Как Когда жадный? что-нибудь надо купить, ты... Ай. Почему ты вы резко так вы изменились с Миляушой? Я никакой жадный еще деньги. Ну, какие сюрисинги? Я ничего... Это как был, таким остался. Каким ты был, таким и остался. Вот, правильно. Орел степной. Она не степной. Или Макей. Все, очеловек. Все, интервью закончено. Да. Да. Так что, goodbye, baby. Goodbye, baby. Кем goodbye? Пошли, блин, goodbye, baby, бляха-муха. Это моя самая любимая песня была раньше. Goodbye, baby. А ну-ка спой. Так что, goodbye, baby. Так что, goodbye, не приставай. И не надо меня задевать. Не приставай, не приставай, да? Для поцелуев повода нет. Нас растревожил baby солнечный свет. Так что... Для поцелуя повода нет. Ой, Альберт.